Здравствуйте. Это новости Татарстана. В студии Олег Мыльников. И прямо сейчас о главных событиях к этому часу. Привлекают ординаторов и переходят на 14-часовой рабочий режим. Все силы поликлиники направлены на то, чтобы обслужить максимальное количество пациентов с коронавирусной инфекцией. Как первичное звено республики переформатируется на борьбу с новой волной коронавируса, увидел Рамиль Галиулян. Больше женятся, больше и разводятся. По соотношению числа разводов на 1000 браков у нас показатель составляет 603. Какие районы Татарстана назвали многодетными и уйдут ли свадьбы в онлайн? С коллегией управления ЗАГС Лина Знатульна. В доме Дратаевского продолжается реставрация. Будет некий центр культурного наследия, где будут оказываться государственные услуги. Как сейчас выглядит памятник архитектуры федерального значения, увидела Вероника Гайнединова. 6 пронзительных историй узников одного концлагеря. Пока мы знаем свою историю, у нас есть будущее. Это действительно так. В Татарстане проходит неделя памяти жертв Холокоста, чем запомнился казанцам спектакль «Жизнь» в материале Юлии Гоголевой. В России впервые за 2 года пандемии выявлено более 124 тысяч заболевших коронавирусом. Это новый антирекорд. Второй день подряд число новых случаев увеличивается больше, чем на 100 тысяч. Резкий рост и в Татарстане. За сутки 698 инфицированных. По данным Оперштаба Республики, госпитализировано 83 человека. 615 получают лечение на дому. В списке заболевших жители 27 районов республики. Каждый второй случай приходится на Казань. Болеют в Набережных Челнах. Здесь 135 случаев, в Нижнекамске 57, в Зеленодольске 34. За сутки скончались 5, 3 мужчин и 2 женщины. Новый штамм коронавируса омикрон зафиксирован в 82 регионах страны. За минувшие сутки в Москве зафиксированы почти 23,5 тысячи заболевших коронавирусом. В Санкт-Петербурге почти 16 тысяч. У наших соседей Кировской, Оренбургской и Нижегородской областях за сутки выявлено почти 3,5 тысячи случаев. В Башкортостане и Чувашии больше 1500. В Татарстане за сутки привились почти 3237 человек. Дозвониться до врача в утренние часы невозможно. Очереди к специалистам начинаются с улицы. Из-за сложившейся эпидситуации на первичное звено республики нагрузка увеличилась в разы. По словам медиков, ежедневно некоторые столичные поликлиники только на дому обслуживают до 700 обращений. Регистратуры и операторы колл-центров перегружены. Проблему везде решают по-своему. Где-то на помощь приходят студенты-медики, где-то меняют режим работы и переобучают узких специалистов. Рамиль Галиулин увидел, как перестраивается первичное звено. 9 утра. В коридорах 3-й поликлиники Зеленодольска не протолкнуться. Именно в это время зайти в кабинет сложнее всего. Я где-то подошла к 7:30. И вот простояла, и вот только сейчас к терапевту. К обеду, может быть, попаду. Вот этот кабинет, я, наверное, может, человек 20-й, может, буду 15-й. Не знала, что такое. Вот я пришла, я даже удивился, что так много народу. В поликлинике прикреплено 35 тысяч человек. Специалисты отмечают, наплыв больных с каждым днем возрастает в геометрической прогрессии, а потому и коридоры превращаются в залы ожидания. Ажиотаж связан с приходом нового штамма омикрон. На помощь медикам здесь уже направили студентов. Ординаторы, они также работают по графику, то есть кто-то из них на прививках, кто-то в фильтре в какой-то день, кто-то на чистом приеме. Чистые красные приемы. Так в поликлиниках заводят новые понятия. Омикрон, выдающий себя за обычную простуду, быстро передается от человека к человеку. Инфекция бьет и по медикам, многие на больничном. Например, в 20-й поликлинике Казани лист нетрудоспособности у каждого 3-го врача. Медучреждение одно из самых крупных. Они обслуживают 110 тысяч горожан. В конце недели принято решение. На борьбу с ковид переходят даже узкие специалисты. Обучение у наших специалистов есть у всех по ведению пациентов с новой коронавирусной инфекцией. И также мы увеличили время работы поликлиники. Выездные бригады уже в 7 часов выезжают и ездят до 23 часов. При этом плановую помощь никто не отменял. Работу в этой поликлинике выстроили так, чтобы исключить риск заражения в стенах учреждения. Организовали 2 потока пациентов. Они не пересекаются. А это кадры филиала 20-й поликлиники на Ломжинской. Видно, что очереди в учреждение начинаются с улицы. Как стало известно, чтобы разгрузить поток людей, здесь расширили фильтр с 3 кабинетов до 5, а количество врачей на приеме до 9.
В 16-й поликлинике, чтобы оформить больничный лист, нужно обойти 4 кабинета, говорят пациенты. Сначала взять медкарту и направление на экспресс- и ПЦР-тесты. Потом выстоять новую очередь и сдать мазок. С первичным результатом дойти до терапевта и получить лечение или направление на анализы. И только после этого забрать больничный. Это уже 4-я очередь. Как намерены разрешить ситуацию в 16-й поликлинике, комментировать не стали. Нагрузка на первичное звено за третью декаду января увеличилась более чем в 5 раз, как и прирост заболеваемости. У каждого третьего ковид-пациента омикрон. Сегодня в поликлинике Казани приходят до 700 пациентов ежедневно. Столько же обслуживаются на дому. Много нареканий со стороны населения, мы прекрасно это видим и понимаем. Тем не менее, наша система здравоохранения делает все, что в силах. Система, увеличиваем количество бригад, увеличиваем продолжительность работы первичного звена. Некоторые поликлиники заканчивают свои вызовы на дом и в 12 часу ночи, стараясь обойти всех, от кого этот вызов поступает. Привлекаются ординаторы. В Татарстане на помощь врачам первичного звена привлекли уже 700 ординаторов. Студенты-медики идут на подмогу по всей стране. В Башкирии для борьбы с омикроном мобилизованы 1500 молодых специалистов. Из-за стремительного распространения штамма поликлиники здесь тоже перешли на 14-часовой рабочий график. Временно приостановлена диспансеризация и профилактические медосмотры. На территории всей республики увеличен режим работы поликлинического звена. Сейчас оно составляет с 7:30 до 22 часов вечера. Это работают именно красные зоны, где прием ведут с пациентами с ОРВИ и с подозрением на коронавирусную инфекцию. Привитым или переболевшим в течение полугода при положительном ПЦР-тесте и отсутствии симптомов в Минздраве рекомендует открыть больничный лист по телефону в своей поликлинике. Если у вас появились симптомы ОРВИ и поднялась температура, можно обращаться в службу 122. В случае резкого ухудшения состояния вызвать скорую помощь. Рамиль Галюлин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. На сегодня в Татарстане закрыты 10 школ, 5 учебных заведений в Лаишевском районе, 3 школы в Минзелинском и по одной в Заинском и Тетюшском районах. На разобщении сейчас классы в 252 школах республики. На такой формат обучения школьников переводят, если заболели не менее 20% детей. Среди тех, кто сегодня все-таки пришел в школу, утренний фильтр не прошли 307 учеников. На сегодня вакцину сделали около 200 подростков. За неделю почти в 3 раза выросла заболеваемость коронавирусом в Набережных Челнах. Такие данные сегодня озвучили в мэрии города. 5-я горбольница снова стала ковид-госпиталем. Напомним, этот статус был снят только 13 декабря. Сейчас здесь дополнительно организовали провизорные койки. Продолжаются проверки организаций и предприятий на соблюдение антиковидных мер. За неделю нарушения обнаружили на 6 объектах. 4 из них – детские сады Автограда. Как правило, отсутствуют антисептики. Какие меры дисциплинарного воздействия заслуживают руководители наших дошкольных образовательных учреждений? Вообще способны ли они управлять детским садом? Я понимаю, так речь идет о детских садах. Да. Это, в принципе, небольшое учреждение, где можно, в принципе, определить и сделать так, чтобы был идеальный порядок. Поликлиникам Татарстана правительство страны выделило 160 миллионов рублей. Постановление 28 января подписал премьер Михаил Мишустин. Средства выделяются в качестве поддержки первичного звена в условиях омикрона. Из-за особенностей штамма чаще всего заболевшие обращаются в поликлиники, поэтому основная нагрузка ложится на амбулаторную сеть. Средства в Татарстан на сегодня еще не поступили. На какие цели они будут направлены, сообщат дополнительно. Российские регионы получат свыше 7 миллиардов рублей на поддержку поликлиник. Все рабочие совещания и заседания в исполкоме Казани будут проводить в режиме видеоконференц-связи. Это связано с ухудшением эпидемиологической обстановки. До этого мэрия столицы перевела на удаленку половину сотрудников. На месте только те, кто задействован в оказании услуг населению и жизнеобеспечении города. Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин еще 21 января призвал перевести на удаленный режим работы сотрудников органов госвласти. Мы совещание максимально, я прошу, сейчас технические возможности позволяют проводить в онлайн-режиме, в Zoom, поэтому работаем плотно, но еще раз обращаюсь ко всем, совещание максимально в Zoom проводим.
Почти 80% пар в Татарстане в прошедшем году развели по решениям судов. При этом есть районы, где 2/3 пар сделали это заочно, то есть в суд не приходили. Сегодня итоги года подвело управление ЗАГС Татарстана на расширенной коллегии. Главный повод для беспокойства как раз рост количества разводов. При этом по количеству новых браков, уровню рождаемости и смертности республика лучшая в Приволжском федеральном округе. Какие районы чемпионы и уйдут ли свадьбы в онлайн, узнала Лина Зинатуллина. Наша республика занимает первое место в Приволжском федеральном округе по зарегистрированным актам о рождении. За прошедший год в Татарстане родились больше 41 тысячи малышей. При этом основная доля приходится на вторых детей в семье. Их чуть больше, чем первенцев. С 2008 года в Татарстане все больше многодетных семей. Есть и районы-передовики по рождаемости. Сегодня их объявили территориями многодетных. С 2006 года количество детей в средних рожденных одной женщиной в Новошишминском и Муслюмовском муниципальных районах составляло 3,36. Это в 2 раза выше среднего по республике Татарстан. По сути, это территория многодетных семей. Уровень смертности самый низкий в Приволжском округе. Показатель смертей на 1000 населения составил 15,5. Хотя общая динамика этого показателя за последние 2 года, обусловленная пандемией, вызывает вполне обоснованную тревогу и сильную озабоченность. В 2021 году количество заключенных браков в Татарстане выросло на 27%. В семейный союз вступили больше 24,5 тысяч пар. По этому показателю республика стала лидером в Приволжском федеральном округе. Вместе с тем стало больше и разводов на 11% по сравнению с прошлым годом. Зато более крепкими стали семьи с маленькими детьми. Сокращается количество семей, которые разводятся с несовершеннолетними детьми. Это радует. Если в 2019 году их было порядка 11 тысяч семей, то сейчас их 9 тысяч. Тем не менее, это всегда вызывает тревогу. И хотелось бы, чтобы расторжение брака было всегда осознанным. 79% разводов в прошлом году оформлено по решениям судов. При этом, например, в Муслюмовском районе 2/3 разводятся заочно, а в Агрызском – менее 2%. Фарид Мухамешин призвал мировых судей отказаться от механического подхода. Мы обратим на это внимание, с тем, чтобы они еще раз человечность. Да, судить надо по закону, значит, внимание сторон выслушивать, но еще раз это в судебных мероприятиях еще раз заниматься тем, чтобы удержать семью от, может быть, скоропалительного, не всегда обдуманного решения. Все социально значимые услуги ЗАГСа уже переведены в электронный вид. Впереди оказание услуг в проактивном режиме, отказ от привязки к месту регистрации и внедрение универсальных суперсервисов. Как отметил Фарид Мухамешин, при всей важности цифровизации церемония бракосочетания не должна уйти в онлайн. Жених где-то на Камчатке, а невеста в Калининграде, а сотрудник САС сидит в чаше, вот у нас тут регистрирует брак. Поздравляю вас, ваши личные кабинеты направлена электронная выписка о том, что вы муж и жена. Оказалось, в республике есть районы, где всех женит один сотрудник. Руководитель управления просит увеличить штат. В республике есть целый ряд районов, где орган ЗАГС представлен одним сотрудником, который, по сути, ни в отпуск уйти не может, ни Аллах согласен заболеть. Я прошу рассмотреть этот вопрос, потому что он очень острый и актуальный, особенно для сельских районов нашей республики. Вопрос требует решения на уровне страны. Речь о федеральных нормативах. Соответствующее обращение должны инициировать депутаты Госдумы Татарстана и Госсовета Республики. Лина Зинатуллина, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. В Набережных Челнах мальчик мог упасть в люк из-за ненадлежащего исполнения завхозом поликлиники требований законодательства. Об этом сообщила прокуратура после проведенной проверки. Напомним, накануне в челнинском поселке Зяб 6-летний ребенок упал в открытый люк возле детской поликлиники номер 3. К счастью, рядом находился отец, который пришел на помощь. Мальчику повезло, он отделался ссадиной на лице. Информацию о ЧП в соцсетях разместила мама ребенка. По результатам сегодняшней проверки в адрес главврача поликлиники прокуратура внесла представление об устранении нарушений. Напомним, 27 января подобный случай произошел в Тверской области. 7-летний мальчик провалился в канализационный люк и провел там почти сутки, пока его не нашли. Реставрацию дома Дратаевского завершат в этом году. Памятник архитектуры федерального значения находится в самом центре Казани, на улице Карла Маркса. Долгие годы он был в заброшенном состоянии. В 2013 и 2015 годах здание уже пытались восстановить. Новый проект реставрации дома утвердили в прошлом году и сразу же начали работы. Когда-то жилой дом теперь будет административным зданием. Вероника Гайнудинова увидела, как идет реставрация.
Еще просто по сводам определяется, то есть вот часть со сводами на самая старая. То есть... Это часть дома Дартаевского 1837 года постройки, самая старая. Здание многократно перестраивалось, сделали пристрои, перегородки, была даже реставрация. Сейчас задача перед архитекторами понять, как было раньше. Объект культурного наследия федерального значения, требования серьезные. В большинстве зданий мы все-таки стараемся привести более-менее, насколько возможно, к историческому. То есть понятно, где обычный офис, это сильно не получится, но никакого лишнего декора мы туда не хотим. То есть максимально восстановить исторические потолочные тяги, минимальный декор, то есть чтобы было видно историю. Это самобытный памятник эпохи классицизма. Первый владелец дома – титулярный советник Александр Дартаевский. Потом жили его дети, владельцы менялись. В советские годы комнаты поделили под коммуналки. Первый этаж каменный, второй деревянный, вдвое выше нижнего. Верхние этажи дома исторически деревянные. Это, к сожалению, самая не сохранившаяся часть. Заменили уже 30% дерева для наглядности. Вот этот темноватый сруб – это конец 19 века, а вот это, конечно, уже все новое. Усилят фундамент, обновят полы, перекрытия, заведут под крышу. Вернут и внешний декор в стиле ампир. По черно-белой фотографии реставраторы смогли определить изначальный цвет фасада. И это не синий, как сейчас. Еще одна сложность для архитекторов. Некогда жилой дом нужно перепроектировать под административное здание. Это будет некий центр культурного наследия, где будут оказываться государственные услуги, где мы будем встречаться с гражданами, с общественниками, проводить наши коллегии и всевозможные круглые столы. Реставрацию дома Дартаевского планируют завершить к концу года. Вторым этапом станет восстановление конюшни. Это здание рядом. Вероника Гайнудинова, Алмаз Зиядинов, ТНВ, Казань. Бензин 95-й марки в России сейчас в среднем стоит 51 рубль. Это много или мало? Читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». Уже в эту пятницу в Пекине открываются Олимпийские игры. Рустам Минниханов в своем инстаграм пожелал удачи спортсменам, которые представляют нашу республику в составе сборной России, и выложил открытку с официальным талисманом игр – пандой Бинь-Дунь-Дунь. В команду попали 8 татарстанцев. Это прыгун на лыжах с трамплина Даниил Садреев, лыжница Христина Мацокина, сноубордисты Милена Быкова, Виктор Вайлд и Владислав Хадарин, фигуристка Евгения Тарасова, а также хоккеисты Тимур Белялов и Дмитрий Воронков. Нашу страну на играх представят 212 спортсменов. Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет в 15 дисциплинах. В Казани появится главный дом молодежи на базе ДК «Химиков». Он должен стать точкой притяжения и общественным пространством. Также в этом году в крупных торговых центрах столицы, Набережных Челнов и Зеленодольска планируют открыть мобильные подростковые клубы. Об этом сообщили сегодня на итоговой коллегии Министерства молодежи. Здесь же стало известно, казанский экстрим-парк «Урам» победил во всероссийской премии Росмолодежи «Время молодых». Он хорош настолько, что сразу 4 спортсмена олимпийской сборной России из Анапы, Ижевска, Краснодара и Москвы будут здесь тренироваться. Вице-премьер Лейла Фазлеева отметила, это хорошая тенденция, и поставила несколько важных задач перед ведомством. Это решение вопросов демографии, помощь нуждающимся молодым и попавшим в сложную жизненную ситуацию. Для этого в 30 районах заработает новый сервис – цифровая служба психологической поддержки. Это позволит получить лучшую личную консультацию у психолога. Один из демографических показателей – это привлечение молодых людей из соседних регионов, жителями, которые проживают вокруг Республики Татарстан. И вообще мир, я повторюсь, сегодня очень открыт, можно работать со всеми. Это первая характеристика. Вторая характеристика – это учет, помощи и содействие тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Для нас этот параметр является ключевым. Коммуникация с разной молодежью, не только с инициативной, не только с той, которая определилась своей жизненной траекторией, своим активным образом жизни, но и с той, которая находится в трудной жизненной ситуации, которая оступилась. Здесь мы видим нашу работу вместе с Республиканской комиссией по делам несовершеннолетних. 27 января во всем мире вспоминали жертв Холокоста. В этот день, в 1945 году, советская армия освободила узников фашистского концлагеря Освенцим. По разным данным, здесь погибли от 1 миллиона до 4 миллионов человек. Одними из тех, кто освобождал узников концлагеря, был наш земляк генерал Федор Красавин. Именно под его руководством Львовская стрелковая дивизия в первой вошла в Аушвиц. Как вспоминали жертв Холокоста и их освободителей в Казани, в репортаже Юлии Гоголевой.
Цветы несут к мемориальной доске генерала Федора Красавина. Он участвовал в Первой мировой и гражданской войнах. В годы Великой Отечественной дивизия под его командованием освободила 10 тысяч узников Освенцима. Чтобы сохранить жизни пленных, он отказался от использования артиллерии. За боевую операцию Федор Красавин получил орден Александра Невского. По воспоминаниям современников, увиденное потрясло генерала до глубины души. Он посидел за один день. Год назад в Казани, в доме, где он жил, появилась памятная доска. Хочу сказать, что национальная рознь – это страшное зло человечества. И слава Богу, что мы его победили. День освобождения Освенцима, 27 января, по решению Генеральной Ассамблеи ООН, Международный день памяти жертв Холокоста. Холокост – это не только про евреев. Да, больше всех пострадали евреи. Но более половины советских военнопленных – это тоже жертвы Холокоста. Они также были уничтожены в этих концлагерях именно таким же способом, именно так же. И поэтому, когда мы вспоминаем жертв Великой Отечественной войны, пропавших без вести, пропавших в плену, это тоже Холокост. Неделя памяти продолжилась в Доме дружбы народов. Зрители увидели спектакль «Жизнь». В основе сюжета 6 документальных историй узников концлагеря. Все участники – самодеятельные артисты еврейской общины города. Мы все прекрасно понимаем, что в Холокосте погибло очень много людей. И надевать эту форму для меня, мне пришлось немножко над собой потрудиться. Это непросто. На фотографиях все ужасы концлагеря. Советский солдат и освобожденный узник Аушвица. Здесь телеграмма для еврейки Иоффе с сообщением: «Ваших родителей расстрелял немецкий мерзавец». Чтобы такого не повторилось, мы должны об этом помнить. Мы должны об этом говорить. Почтить память жертв Холокоста пришли казанцы, представители национально-культурных автономий, все те, для кого эта трагедия – напоминание о том, что никогда не должно произойти. Юлия Гоголева, Сирина Сахапова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Сотрудники Нижнекамскнефтехима сегодня побывали в Менделеевской коррекционной школе. Так они присоединились к благотворительной акции «Из добрых рук с любовью». Нефтехимики устроили ребятам настоящий праздник с подарками и развлечениями. Эти коробки с подарками предназначены для воспитанников Менделеевской школы для детей с ограниченными возможностями. Их собрал коллектив Нижнекамскнефтехима, входящий в компанию «Сибур», совместно с сотрудниками дочерних организаций предприятия. Дети ждут нас, уже видят и нас обнимают, и встречают. Они знают, что будут новогодние подарки, хотя Новый год уже закончился, а мы вот такой вот праздник детям привозим ежегодно. С нами едут аниматоры, сегодня будет праздничное мероприятие. Большое спасибо сердечное всем, кто принимает участие, это очень доброе дело. Воспитанники коррекционной школы с радостью встретили уже хорошо знакомых гостей. Когда коробки с подарками разгрузили, детей ждал настоящий праздник. В этих коробках все необходимое для повседневной жизни. Теплая обувь, одежда, книги, игрушки, канцтовары и сладости. Приезжают в Нижнекамский. Каждый год они устраивают всякие конкурсы. В общем, очень здорово. Скажу честно, мне очень нравится. Подарки у вас очень крутые. В этом году благотворительной акции нефтехимиков 35 лет. Сотрудники и воспитанники коррекционной школы благодарны нижнекамцам за многолетнюю заботу. Хочется сказать огромное спасибо Нижнекамскнефтехим за то, что они из года в год уже на протяжении нескольких лет приезжают к нам в Менделеевск и делают счастливыми наших детей именно в новогодние праздники. Спасибо им большое. В завершении встречи воспитанники Менделеевской школы вручили представителям Нижнекамскнефтехима памятные сувениры, сделанные собственными руками. Светлана Звонарева, Людмила Березина, Марина Чернышкова, ТНВ, Менделеевск. В Казани открылся юбилейный 40-й Шаляпинский фестиваль. Зрители увидели премьеру «Тоска» Джакомо Пуччини от лауреата «Золотой маски» Юрия Александрова. С 30 января по 22 февраля на сцене оперного «Пиковая дама», «Аида», «Сюембике» и другие легендарные постановки. 40 лет назад фестиваль имени Федора Шаляпина привил казанской публике любовь к опере. В чем секрет и удалось ли сохранить интерес? Давайте посмотрим. Фестиваль
Фестиваль открывает премьера. Режиссером новой версии оперы Пуччини «Тоска» стал художественный руководитель Санкт-Петербург-оперы Юрий Александров. Старались сделать красиво и умно, говорит он. Актуальная тема о взаимоотношениях государства и личности в грандиозных и детальных декорациях Рима XIX века. «Тоска» – самая кровавая опера, которая только может быть. Главных действующих лиц 3, а смертей 4. Но все равно художник должен возрождаться как феникс, потому что после него остается его творчество. На юбилейном фестивале много воспоминаний. Вступительное слово от звезды Любови Казарновской, которая 40 лет назад пела на этой сцене в опере «Евгений Онегин». Из города Федора Ивановича Шаляпина, из города, которого он обожал, из театра, про который он говорил, что это один из самых совершенных акустических театров. Театр, который стал в каком-то смысле его альма-матер. Раздался такой звонок, что мне дана такая возможность и предоставлена честь спеть Татьяну на первом Шаляпинском фестивале. Вот одно только объяснение. Магическое имя Федора Ивановича Шаляпина. И больше ничем я не мог объяснить. Ничем. Вот громадный интерес. 40 лет назад фестиваль возродил у зрителей интерес к театру и держит до сих пор. И в этом году, уже за 2 недели до начала фестиваля, билетов не осталось. В зале и преданные фанаты, и те, кто пришел впервые. Я первый раз на этом фестивале. Очень рад тому, что попал. Работа, суета не получалось. Здесь наконец-то получилось. Авиационные инженеры. Они любят красоту, гармонию и благородство. Поэтому без оперы мы жить не можем. 40 лет уже хожу сюда. Маски как часть наряда и 70% заполняемость зала. Уже второй Шаляпинский проходит в условиях пандемии. Тем не менее, участниками стали около 40 певцов и дирижеров из России, Германии, Италии, Беларуси, Казахстана, Украины и Азербайджана. Вторая премьера фестиваля «Паяцы». Обе новинки покажут дважды. 2 показа и у хита национального репертуара «Сюмбике». Опера Резиды Ахияровой, как и большая часть программы в постановке Юрия Александрова. Лина Знатульна, Лилия Кашфарова, Марат Зайдуллин, ТНВ «Казань». Это были все новости к этому часу. До встречи в следующих выпусках новостей. Здравствуйте! Ну что ж, обещанные синоптиками +1 уже на пороге. Февраль начнется с потепления. Вместе с ними снегопады и, конечно же, плохие погодные условия. По данным сервиса Яндекс.Погода, во вторник на юго-востоке в Бугульме, Бавлах, Азнакаево температура повысится до -1. Будет преобладать облачная погода со снегом, метелью и сильными порывами южного ветра. Около нуля в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге. Атмосферный вихрь и в эти районы принесет снег, метель, местами мокрый снег с дождем. Значительное потепление ожидается в Агрызе, Менделеевске, Актаныше. Снег ночью и утром местами сильный. Ветер усилится. Температура воздуха от 0 до -1. В Арске, в Кукмаре, Балтаси временами снег. Температура также повысится. Ночью -5, а днем 1 градус ниже 0. В Болгаре, Држаном, Буинске слабый минус на термометрах. Снег, ночью метель. Температура воздуха днем +1. На дорогах гололедица, будьте предельно аккуратны. В Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше властвует пасмурный циклон. Тут также снежно и ветрено. И будет тепло около 0. В среду снег усилится, температура на пару градусов станет ниже. Санчи – сокровище китайской традиционной медицины. Дает энергию, укрепляет иммунитет, повышает качество сна, улучшает самочувствие, способствует снятию усталости. Санчи – источник энергии и долголетия. Спрашивайте в аптеках Фармленд. Телефон для справок 8 927 236 71 75. Во вторник в Казани будет облачно. Ночью и утром сильный снег. Ночная температура -3, а днем около 0. Ветер южный, порывистый. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 91%. В магнитном поле Земли спокойно. На дорогах очень скользко, местами снежные заносы. Будьте предельно внимательны. Каких-то 28 дней остается до встречи весны. А пока встречаем Новый год Тигра по китайскому календарю. Хорошего настроения и до свидания.